А какой запрос-то был вам? Я что-то не поняла 4 минуты назад. С моей карточки, что ли, или что? Запрос на перевод от вас на имя Крылова Николая Сергеевича в город Мурманск. Нет, такого ничего не было. Ну, вроде бы у меня карточки. Фиксирую данную информацию в целях безопасности. В данный момент буду вас переводить на старшего специалиста, который будет отменять данные действия, которых вы не подтвердили. Для этого вас необходимо идентифицировать в системе как клиента банка. Согласно регламенту, мы можем это сделать двумя способами. По номеру вашего финансового договора или по номеру вашего пластикового продукта. Как вам было бы удобнее? По номеру чего? По номеру договора? Я договор не помню. В таком случае можно с вами пройти идентификацию вас как клиента банка по пластиковому вашему продукту. То есть по номеру вашей карты. Ага, хорошо. Ну, у вас же там данные мои, наверное, есть. Да, совершенно верно. Мы видим ваши активные карты. Но в данный момент я у вас никакой конфиденциальной информации не запрашиваю. Данную информацию я запрашиваю для того, чтобы сверить информацию с реестром баз. По номеру карты можно сделать только пополнение данной карты. Вы даете номер карты, чтобы вы перевели средства. В данный момент мы будем с вами проходить идентификацию по номеру вашей карты. Подскажите, пожалуйста, 4 блока по 4 цифры, которые изображены на лицевой стороне вашей карты. Какие 4 блока, какие цифры? Что-то я не поняла. 16 цифр, которые указаны у вас на лицевой стороне вашей карты. Так там же получается по расчетному счету вы должны посмотреть. В данный момент нам необходимо удостовериться, что мы общаемся именно с вами, а не с третьим лицом. Идентификация вас как клиента банка проходит либо по номеру вашей карты, либо по номеру вашего финансового Подождите, но обычно же запрашивают, получается, кодовое слово, которое у меня в договоре с банком фигурирует. Да, совершенно верно. В данный момент мы можем предполагать, что произошла компрометация ваших личных данных. При этом в данный момент идентификация вас как клиента банка проходит только двумя способами. Либо по номеру вашего финансового договора, либо по номеру вашего пластикового носителя. Ага, ясно. Если я номер карты продиктую, потом что вы у меня запросите? Я вас перевожу на старшего специалиста, он будет отменять данные действия. А паспортных данных моих недостаточно, да, будет? Мы данную информацию не запрашиваем, так как данная информация является конфиденциальной. Ага, ясно. Ну хорошо. Переводите меня на старшего менеджера. Да, в данный момент для этого вас необходимо идентифицировать в системе. Ясно. А я вообще могу с моим филиалом связаться? В данный момент в вашем отделении банка не компетентны в данном вопросе. Ни в одном отделении банка не занимаются данными вопросами, так как вам порекомендуют заблокировать карты и отправить их на перевыпуск. Перевыпуск занимает от 15 до 27 рабочих дней. Ага, ну хорошо, ладно, я сейчас позвоню, тогда уточню эту информацию. Если что, В данный с вами момент мы свяжусь. вам уже звоним. В данный момент мы можем с вами пройти Ну, идентификацию вашего клиента банка. а где гарантия того, что вы, получается, действительно являетесь сотрудником банка, а не мошенником каким-то? Я же вас не Так, я вижу. вас переведу на старшего специалиста, он вам отправит ваш новый регистрационный пароль, через который вы в последующие действия будете входить и менять ваш пароль. СМС-уведомление вам отправляется с номера, не с номера, не 9000, не 9 миллионов, не 0,90. Ага, ясно. Хорошо, но обычно, когда банковский сотрудник звонит, там же высвечивается номер телефона, получается, а вы мне звоните со стационарного В телефона. данный момент мы используем исходящую линию для сохранения конфиденциальности наших клиентов. Мы не консультационная линия, поэтому у нас данный номер у вас и указан. Также данный номер у вас указан в вашем финансовом договоре в пункте 2.7. Ясно, хорошо, поняла. Спасибо большое за предупреждение. Подскажите, пожалуйста, 4